Всем привет, друзья! Ветрено на улице, я так мощно оделся. Но у меня сегодня дорога до церкви, надо, хотим съездить с Машей на службу в церковь, в нашу Нившерскую церковь. Не знаю, доеду или нет. Думаю, сейчас дни стояли хорошо, погода стояла хорошая, сухая, вернее, холодная, сухая. И думаю, дорога позволит нам доехать. Очень ветрено. Короче, вот такие дела. Съездим на службу, и дальше там поснимаем. Если смогу, конечно, поснимаю, а если нет, так во время службы, конечно, там снимать неудобно. И все, друзья, я поехал, а потом Маша меня догонит. Наверное, я одетый такой, капюшон даже поднял. Все, друзья, я поехал. Нам нужно другой конец нашего села. И еще в горку подняться. Вот. Там потом уже ехать против ветра нам. Ой. Здорово. Вичкать! Ехать нам по ветру, а обратно возвращаться будем против ветра. Сегодня у нас по республике обещали такой шторм, снег дождем и сильный ветер. Вот. Так-то солнечная погода, но ветер пронизывающий. Ладно, я еду, друзья. А Маша меня догонит потом. Ну вот, друзья, короче, почти доехал уже. Мне вот эту горочку надо подняться. Вот там вот дорога идет. Во, где вот сейчас машина там едет. Просто она налево сейчас проедет, а мне надо вот туда в горочку подняться. Горка действительно такая очень крутая. Не знаю. Я, наверное, Машу подожду, чтобы заехать туда, на эту горку. Вот такая церковь. У нас сегодня служба. Сегодня день Сергия Радонежского, чудотворца. Все, короче, едем дальше, друзья. Вот такие золотые купола. На солнце, вот сейчас солнышко, на солнце блестят. Никак не решаешь эту горку подняться, там бетонные плиты уложены. И если пробуксовка будет, потому что изморозь, я боюсь, еще так и жду Машу, чтобы уже безопасно заехать. Сейчас вот 8 утра, 8:30 уже, 8, а в 9 служба начинается. Сейчас вот Маша подъедет, и мы пойдем. Здесь машину она ставит, внизу горы, вместе пойдем. Так, машина подъехала. Маша, сейчас мы поднимемся. Колокольня звенит, слышно там. И потихоньку поднимемся. Нашу горку. Короче, побоялся я залезать. Пробуксовка или мы... А 9 часов сидим, матичин, да?
Ветер сильный, так звон не очень слышно далеко. Тут еще гора, тут вообще. А сюда не заехать, наверное, нам? А? Сюда, наверное, нам не заехать, нет? А куда мы это деревья уже? А это вот сюда, да? Там открыто, да? Здесь никак. Надо посмотреть там или... Да. Вообще, я в перчатках, когда руки замерзли. А сюда, наверное, нам не заехать, Маша. То на куты вошься. Короче, нашли мы, где заходят на машине. Вот. Ветер, уф, вот это ветер. Да, очень сильный ветер. Вот такой храм, друзья. Ну, я показывал уже, конечно. Маша, вернее, снимала. Колокольня звенит, слушно. Не нужно подняться и идти. Так, вот такой пандус. Заезжаем потихоньку. Так, заезжаем потихоньку. Короче, друзья, здесь я, наверное, не заеду. Нам дощечку надо какой-нибудь. А? А? Дощечка. Дощечка надо. Буран юткиш, каяс. Каяс. Юткиш не зовут, что где. Ну, еще. А вот так вот. Одна дощечка и надо будет. В следующий раз с собой возьму дощечку. Не, там дощечку просто положить и все.
С этого и начинается духовная жизнь.
Сергиевой лавры, поклонился и сказал: приветствую тебя, брат во Христе. А в лавре тогда шла трапеза. И преподобный Сергий во время трапезы встал, поклонился куда-то в сторону и говорит: и тебя приветствую, брат во Христе. И он говорит: ну, отче, что ты делаешь-то? Он говорит: ну, вот святитель Стефан мимо идет, вот я ему поклонился в ответ на его приветствие. Ну, все, ладно. А все равно, как бы, хоть и монастырь был, а разные люди были. И были те, которые скептически настроены были. И они поехали проверить, действительно ли проезжал там преподобный Стефан. Приехали, действительно, догнали преподобного святителя Стефана, говорят: вот такое было. Говорит: это было? Говорит: да, так все и было. И в знак этого Троиц Сергиевой лавре на братской трапезе, не знаю, каждый ли день или не каждый ли день, но братья встает и кланяется в сторону, и именно вот эти произносят те слова, которые произносит преподобный, воспоминания этого чуда. То есть поэтому, получается, нашего коми-просветителя Троицы Сергиевой лавре постоянно вспоминают. Вот, так что поздравляю вас с этим праздником преподобного Сергия, который с нашей землей этот праздник тоже, мы видим, оказывается связан. Спасибо всем, Господи, пусть немка душу, ангела хранителя, Божия всем благословения. Служба закончилась, друзья. Я выехал уже обратно, но вот тут нашел себе уголочек, где более-менее так ветродит, но все равно очень сильный ветер. Начинается, ну, предупредили, что ураганный ветер будет. И мне быстрее надо возвратиться домой, пока не начался дождь. И вообще, дождь со снегом еще обещали, и ураганный ветер. Надо мне быстренько домой, чтобы не простыть. Немножко вспотел в церкви. И вот на службу что-то народу мало, местные что-то не очень ходят в церковь почему-то. Ладно, поехал я домой. Все, друзья, доехал домой, я по-быстрому уже в дороге ничего не стал снимать там. Я хотел там по дворику вокруг церкви там прогуляться, поснимать, там каждое помещение, там есть магазин, там есть, где вот батюшка живет дома, там есть гараж, там, ну, вот такая площадь. Там и место у нас находится на самой горе, и нившира такая, как простилается снизу, это все видно, но, как вы видели, поднялся ужасный ветер. Прям ужасный, не просто, а прям очень мощный. И еще я вспотел там, и чтобы не простыть уже, я бегом, без остановки даже, сразу домой поехал и заехал, и сразу чай с малиной мне Маша заварила, крендель праздничный, праздничная слойка, пирожные. Вот такой день. В этот день как бы вспоминают святого Сергия Радонежского, чудотворца. Вот. И в этот день мы с Машей сходили в церковь и тоже были на службе. Вот так. Маша там свечки за здравие поставила, помолились за всех. Вот так и день прошел. А сейчас я буду пить чай с Машей. Маша за кадром уже говорит: я позже присоединюсь к тебе. Так. Ну все, такое опять короткое видео. Такие вот короткие видео у нас выходят немножко. Постепенно восстанавливаемся. По мере возможности прибавляем контент на канале. Вот так. Все, всем удачи, всем пока, всем до свидания.